Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости» в студии Сайхан Цинсаев. И сегодня в выпуске. Самый масштабный проект в истории республики. Глава Чечни посетил строительную площадку башни Ахмат Тауэр. Взаимная помощь государства и фермеров. Удобрение, он лучше. Чеченским аграриям выделят бесплатные удобрения и средства защиты. Своевременная диагностика, успех в лечении. Ключ вылечивания таких пациентов заключается в раннем выявлении этого заболевания. Только так можно не то что продлить жизнь, а вылечить пациента. Сегодня в мире отмечают День борьбы против рака. Войнавская башня высотой почти в полкилометра. Рамзан Кадыров посетил строительную площадку небоскреба Ахмат Тауэр, которая обещает стать одним из самых красивых и необычных зданий в России. Архитектура проекта будет выполнена в войнавском стиле с элементами модерна. Сейчас к строительству все готово, и, по словам ответственных лиц, реализации проекта не помешает даже кризис. Подробнее расскажет Ясмина Гацаева. Куратор строительства башни Ахмат Тауэр, советник главы республики, депутат Госдумы Адам Делимханов докладывает, завершен, пожалуй, самый сложный этап работы. Переговоры с известными в мире проектировщиками и геодезия места масштабной стройки. Грозный мол проекта, торговый центр, развлекательный, молодежный шаги, Северный Кавказ, молодежь Хайваш, Берши, мы самодал метагош, торговый центр из-за сигада мола, сига, что индивидуально махал. Президентский дворец, что его площадка бухш, что сложно ертига и ценишь из-за цены на кертлин у тебя площадка чиститин балхан уже скичем бештой швей там войдочи бахтер войн проект из-за бохдел и там из-за хаза слуга и он и Дубай был хаиш планы иш войн подтянут поэтому что был поэтому that's вой договор да это мунди находа мола. Строительная площадка довольно внушительная. Только для материально-технической базы отвели территорию в 2 гектара. Также пришлось выкупить частные дома у 8 семей. По словам Адама Делимханова, им построили новое жилье большей площадью недалеко от центра. Там очень беш бар, но несмотря на это, ацан оди, нах все равно ацан вой одар дуй олах. Вой учтяна меткшел, выделит меткш участок, шерил ехать участок шел. Цен тяцер 100 квадратов, 110, 120. Цермобух цен казинош деш. А территория человек освободительно, он кертина, диаджун кертина, площадка кертина, ахтавай материально-технические базы. Башня Ахмат Тауэр станет самым красивым и высоким зданием в России. Его высота составит 400 метров. В архитектуре сооружения будут переплетаться сразу 2 стиля – войнавский и хай-тек. Рамзан Кадыров уверен, Ахмат Тауэр станет визитной карточкой не только Кавказа, но и всей страны. Jag vet inte, lätt bara bäst på vår ugridan projekt vi ugridan sigadan hade måste röka här då lever och kanske smässigt då på så att det ska ha det stående och aktivt det står också Во время инспекции глава Чечни сообщил, что строительству башни Ахмат Тауэр не помешает даже экономический кризис, так как средства внебюджетные. Инвесторы планируют сдать объект к обозначенному сроку. وإذا نمشي نسرق دون خدمة يزر دون كذا دون باويرو يوك كذا دون لخيو سبلا يقول دون وما على دون سنتر دون ما دوزن كوكاز دون روز يا غير شو هذا وصل دون ذاك وي غروزنسكي مودي دون فيدوشي شيء روزن عم دون مش سوبريك سابريك الحمد لله دال خاصة سابريك ستينات فينانسيين لاغنايات Ja, inwestors, borsbu investors dон, несмотря на то, что сегодня ситуация в мире, сейчас такая Здание будет расположена гостиница, офисные помещения и квартиры. На верхних этажах откроется музей, панорамный блок и рестораны, а на крыше появятся вертолетные площадки. Ясмина Гацаева, Абубакар Абазов при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.
Бизнесмену Молде Шаманову главой Чечни была оказана финансовая помощь в открытии перепелиной фермы. Однако сейчас ему вновь нужны деньги для продвижения бизнеса. Только на этот раз предприниматель в пренебрежительной форме пишет в инстаграм главы региона. Алевтина Банадыкова разбиралась в непростой ситуации. Молде Шаманов решил так: помогли один раз, помогут и в другой. Как еще объяснить его поступок, непонятно. Смущает другое. В каком тоне изложил свою просьбу владелец перепелиной фермы. На аккаунт инстаграма главы республики он в пренебрежительной форме написал о том, что увяз в долгах и нуждается в поддержке. Однако мужчина напрочь забыл о том, что ему Рамзан Кадыров уже помог материально, когда Шаманов осваивал тонкости предпринимательского дела. Хотя проект по развитию перепелиной фермы, о котором тогда шла речь, не подпадал ни под одну госпрограмму. Микрозайм был выдан фермеру год назад, однако и этого оказалось мало. Шаманов хотел еще получить грант, однако не успел подготовить необходимые документы. Министр сельского хозяйства иду вижу абог да ищет по закону эльч хун ахкрит диз эльч اسمه وهو دون تعاكريت سولوشن عن بيزنس هو اخير عن بيزنس هي طبعا دي ساعه صبح عندوش دون اسمع تك عندوش دون ديخل صبح اخر 650 حلو عليه ديخل اخو بريشر دون كريت لوش برسنج دالو على سداس دون بريشر تاخذوا سداس دون. Навстречу мужчине пошли во всем. Комитет по малому бизнесу и предпринимательству самостоятельно закрывал проценты, чтобы дать возможность фермеру встать на ноги. Однако в своем новом обращении главе республики об этом мужчина умолчал. Комитет по малому бизнесу сега шара не сахана микрозайм дела 500 тысяч. И вот сега еле еще процент сейчас закрытие. А эльшо да телефон то ходи элла. Сейчас процент закрытие он просто хай использовать и хай крутить дальше бабелла. يوخر سووا شيء بأن شأن جرانت يزال على أخوه. أصلا هم جرانت هلو تردو سي حكيش كيش تشو على رخان. حقو يوخ كيش تاتينو دنا نلقى قية ساقين نيوز بيلن بس رقم نيوز بيلن. أصبح مولدها أصلا ألير دوا كيش شلو أزعودي دان يا بشاء لرز. نحقو كيش ساقي أربعان دوشة حقو جرانت صدق دليل خواك. Свое поведение Молде Шаманов объясняет многочисленными долгами, мол, ферма не приносила прибыли, а других источников дохода у него не было. Однако, почему он решил, что все обязаны ему помогать, непонятно до сих пор. 550 كله 2500 евро должен. Германия удешь. Хотя 20 тысяч и дух уже. أصدق هواي فائدة. واسحو حياة بس بلات أعتاد له بس بلاش البيزنس هنا بس بلات يعني واحد بو عشان. دولة ميكروزايم داره. إذا هو حقوقين خوشر وينو تديش عنه بدليت تشتري خون. ده سؤال شو أنا الشيء على هار شيء يو واحد اللي أعشان بدليت بدليت دوتر دو ألير. ده كوني تنا جراند بوردو ألير وياخون دوشتولنا أصل داشتر. متجم يوسيجا خيط نيرخوش رمزان جاز شو درتيشة. По поручению главы республики в 2014 году на развитие бизнеса средств было выделено в 2 раза больше, чем в 2013, да и программа по развитию малого и среднего предпринимательства предполагает всю необходимую поддержку. Также в 2014 году было выделено 53 миллиона рублей на погашение лизинговых платежей, а на средства республиканского бюджета приобретены минеральные удобрения, семена и средства защиты растений. Цалик один к одному и средства защиты удобрения ищем далушу. Иште дальше удобрения что хайен что надуал тон удобрения слушу. Семенаж дальше надуал семенаж слушу. По гектарной субсидии лушу. Процентная ставка субсидии, что кредит, что субсидии далушу. Дейлер душ, дейл он куча асанна, короче субсидировать, айдлу годяш санме региона. Емая стахан. Я дон, отцел хайх дон. Har шабиги да хабан гошта будат министр сельского хозяйства, дон вице-премьер, председатель правительства, администрации. Шабиги хаб хат احتياجش احتياجش من دسكيدا. تقول لي رمزان بركل ديريس خلون. احضان اشتوا وايتن ديرن صب عندوش vice-premier وايتن. سو سو خاشوان دلحضانه سون جراند خلش. Så det kan då att besplatta sin business i det där stan. Så då axu mo bara nej, måste teknika, måste man mjölda och madu إمام يلا قبض بالي أعدان سراز أعشى حلوة مصر ما حلوة يوقي بلوس دان كي أوتو دان خير هلا هو تبارسه.
Между тем удивляет не только тон обращения Шаманова, но и откровенная ложь. Мужчина считает, что в его бедах виноваты все, кроме него. Близкие родственники поведению такому не удивлены. В селе о нем и его странном поведении знают все. هو minister selskresi هو vicepremier تون 550 احجادل شابيل بيوتلو يردون يو كده حقا كده امغوديش لا تشوف سوي بوكس يعني داس يازن شي اوت صديق بابش شي استلهم امش حق امل ده ويش تخاسون احودي ده تخاسون حدش ختيش مغير ده تخاسون بسبلزنا دون دو خاسون عيازي اكيد كده همشين شرع بين هيدا شوت هو 10 قول خوي متر لات اسالو اش حاجه سو وقت قلت لك زعما امام وباش اسالو اش ديال اوران لا تلش حيزو شو نسو لول خوتن متر لاتوي كاز يكون خيتيا متر هو يا تشي لول خوتن ديك تاع ديال فني وي تون صح ندير هي اش حاج اش دعوه تون حندل لا ما داسو تون دوي ما خاسوني متر لات دعوه اش ديال اوران لا تلش يتخشم نسو حيزوش ديل ده يسوى شو تدعي روا يخن خدرون هل تاخن أكن شيء تام إيركتون ديل ده إيركتون ديل ده إيركتون أو تدري كم دات ما أخذ دون كل شيء حلو ده حيوم ما بوش دات الدون على كريدت دج أبرسنت اللي هو يعني أو بريسنت بريشر هي الميزة باخد أحسن الميزة باخد وبريشر هو بريشر حد يوصل يأخذ دون أحسن أبرسنت لا تسخلش دون شو على الآخر حد هم ما بوش تسخلش كده حيبوا بيان ها حب عنده صديق وانا بخشوا أشعلينا ويقعد دون موس بوبش دون أفيديش تدا سكير دون أسألك سو تدين قين سو كمبيوتر خلياتهم أسرز جيبز قريب بيتيرون ده المقلة الكمبيوتر خليات قين إنستغرام ولا تخيرون التليفون تقول ولا وقته إذا أتريو خاص ده المقلة. Инстаграм, как и другие интернет-приложения, создавался не как книга жалоб и предложений, тем более если эти жалобы не соответствуют действительности. Многие проблемы можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи руководства республики. Для этого в регионе сформированы все ветви власти, однако некоторые жители об этом забывают и пытаются использовать интернет-ресурсы в корыстных целях. Но даже в этом случае не могут вести себя достойно. Алевтина Банадыкова, Мурат Альбукаев и Дауд Курулов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. И к другим темам. Как обезопасить молодежь от влияния экстремистов? Это стало главной темой встречи руководства Ножиуртовского района с родителями молодых людей. Привлечь внимание к важной теме приехал и председатель парламента Чечни Дуквах Абдурахманов. Подробности встречи расскажет Аслан Алибукаев. На встречу руководству Ножиуртовского района с местными жителями прибыл и председатель парламента. Вместе они обсудили наиболее актуальные проблемы современности. بوزو دين فرق داخل دوش بلا هيجل بلاش علمنا علمنا دنيا علمنا حاجة رمزان أحمد عجنك نيس لا أعني وشتد نيس لا شيء أو وشتد دعوش دعوش شوش مو بوزو دين داخل وربناخشي شو كيشة. Помимо терроризма и экстремизма, здесь говорили о наркомании, которая зачастую разрушает семьи и калечит судьбы. Все приглашенные на встречу женщины, матери. И без преувеличения большую ответственность за воспитание детей несут именно они. Мать должна знать, куда идет ребенок, откуда он приходит, чем занимается, знать его друзей. И думаю, что если правильное воспитание наших матерей, и мы их научим, как все-таки правильно воспитывать наших юношей. Дуквахе Абдурахманову пришлось отлучиться в середине встречи, но на этом она не закончилась. Слово взяли матери. Они отметили, что готовы на все, лишь бы их дети были на правильном пути. По мере провождения таких мер, я думаю, что это как-то более дойдет до молодежи. В Ножиуртовском районе подобные встречи не редкость. Духовное воспитание молодежи здесь на первом месте. А встречи с родителями, по словам организаторов, будут проводиться еще чаще. Аслан Альбукаев, Муса Астамиров. Новости. В правительстве прошло совещание под председательством премьер-министра Абубакара Дельгариева и руководителя администрации главы правительства Магомеда Даудова. На нем обсудили поправки в федеральный закон о формировании органов местного самоуправления и разграничении полномочий между ними и органами госвласти. На сегодняшний день большинство полномочий закреплено за руководителями муниципальных образований. В связи с непростой экономической обстановкой и сокращением статей бюджета было предложено передать 10 полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления, профильным ведомствам. تغنج دينا ministern la ariale ministriah di hatsa yoqsh glawan la ariale
Я глава езер элдион цунгах цевис халкан пайден дек селан совещаниаш пачо олушун хазахду вайда диешдек халкан пайден дек дуэлдер баквайер именно муниципалитет что она шейга лилурьек йоцук диона кастиал. Полномочия, не требующие финансовых вложений, должны быть закреплены за органами местного самоуправления, однако те требования, которые местные власти выполнить не могут, нужно передать. Среди них организация электро- и газоснабжения, охрана окружающей среды, создание условий для оказания медицинской помощи по территориальным программам, переработка и утилизация промышленных отходов, осуществление лесного контроля за муниципальными лесами, предоставление жилья участковым уполномоченным, дорожная деятельность вне границ населенных пунктов и создание условий для массового отдыха. Во всех муниципальных образованиях в случае положительного решения полномочия будут передаваться одинаково, а не дифференцированно. Рамзан Ахматович нам поручение сделал, чтобы мы полностью разобрали эту проблему и приняли решение не так, как кто хочет, администрации, либо министерства, а так, как это будет выгодно для республики в целом. Окончательное решение будет принимать глава республики. Наша задача сейчас вынести свои предложения. Государство возьмет аграриев под свою опеку. Фермерам будет оказана помощь в виде субсидирования. В частности, посев элитных сортов любой культуры сопровождается безвозмездным выделением удобрения. Более того, снизили цены на химический анализ земли. Алхазур Керимов продолжит тему. Гилане Эпсира в сельском хозяйстве почти 40 лет. В 2008 году он основал потребительский перерабатывающий сельхозкооператив «Эпсир». В него вошли 12 фермерских хозяйств, а в его личном ведении 60 голов крупнорогатого и 900 мелкого рогатого скота. Основное овощной культуре бахчевой являлся. Господи, что я субсидия, что я так инцеспросию латен. В прошлом году на выставке «Золотая осень» сельхозпредприятие «Эпсир» признали лучшим в России. Один лишь перерабатывающий цех позволяет выпускать до 500 тонн комбикорма в год. Хватает для своего хозяйства и на продажу, рассказывает Гилане. Но на этом останавливаться здесь не собираются. Кооператив будет расширяться. Мелла фермер свой потребительский член, да, я цель производить, я когда переработка, я что расширить того, что сега, что он гагерин колбасный цех, склад, пекарный, кормоцех, и был больше. О состоянии и мерах по улучшению работы как раз-таки фермерских хозяйств малого предпринимательства говорили в Министерстве сельского хозяйства. В зале собрались представители профильных ведомств и фермеры со всей республики. Здесь отметили, что государство продолжит выделять аграриям помощь в виде субсидирования. Посев элитных сортов любой культуры сопровождается безвозмездным выделением удобрения и средств защиты. Также Минсельхоз гарантирует возмещение затрат на покупку семян и удобрения на 50%. Если же заниматься овощными культурами, то мы безвозмездно выделяем семена овощных культур, также их субсидируем по линии минерального удобрения и по линии средств защиты. Вот такая помощь – это единственный субъект Российской Федерации, который оказывает безвозмездно сегодня субсидирование по линии АПК республики. Выделение субсидий должно быть оправдано, отметили здесь. Нецелевое и неэффективное использование земли будет рассматриваться в судебном порядке. Шибе кой за гектар метр шат это 120 центов его шашцу лила латлилу юшта. Шаналог даяльше на нулевой отчетный статус приведен даяльше на аппарат вела без отращу. Вот по нагасына цунга хошел линацу хор гектар мел урожай яца шадига цунда вот там индикатор 25 центов с гектар. Советуется саншарация и царцу шиншарация и царцу предыдущая мелиша лилу чундалуду. Мы подводим итоги, как вы видели, проделанной работы, останавливаемся на недостатках и ставим задачи. Тем более сейчас время очень такое серьезное. С санкциями по импортозамещению у нас создалось, во всяком случае, не лучшее положение.
Встреча прошла в формате диалога. Представители компетентных органов ответили на интересующие фермеров вопросы. Что касается плохого урожая, то это напрямую связано с исследованием почвы, чем аграрии зачастую пренебрегают. В этом вопросе специалисты также пошли предпринимателям навстречу. Химический анализ 1 гектара земли пообещали сделать за 100 рублей, тогда как в соседней Кабардино-Балкарии эта услуга стоит 1300. По завершении совещания отличившихся фермеров наградили почетными грамотами за вклад в развитие сельского хозяйства. Алхазур Керимов, Мурат Аль-Букаев, Самир Хаджиев, Джамал Хаджалиев. Новости. В прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. В его работе приняли участие сотрудники МВД, ФСБ, налоговой и антимонопольной службы, а также Следственного комитета. Прокурор Шарпуди Абдулкадыров рассказал, что по результатам проверок было выявлено более 7000 коррупционных нарушений. Для их устранения вынесено около 5000 актов прокурорского реагирования. Он подверг критике работу по учету преступлений коррупционной направленности, а также слабую деятельность оперативных служб в выявлении фактов получения взяток. В сфере противодействия коррупции в текущем году особое внимание прокуратурой, правоохранительными и другими контрольными органами будет уделяться обеспечению использования бюджетных средств по целевому назначению. Мы последовательно будем укреплять финансовую дисциплину, и на это нацеливает нас руководство страны и республики. Приоритетными останутся вопросы, связанные с госзакупками, госинвестициями, соблюдением требований, предъявляемых государственной и муниципальной службе, а также использованием средств, выделяемых для развития бизнеса. Максимально эффективное использование государственных средств должно быть обеспечено минимальными проверочными мероприятиями, а установленные факты дублирования контрольно-надзорных полномочий будут пресекаться жесткими мерами прокурорского реагирования. В Чеченской Республике продлен срок приема документов на сдачу ЕГЭ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Заявления на участие в едином государственном экзамене будут приниматься до 1 марта текущего года, а не до 30 января, как было заявлено ранее. Выпускники прошлых лет должны подавать документы лично, либо через уполномоченных ими лиц. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригиналы документов об образовании. Отметим, что основной период сдачи ЕГЭ в республике пройдет с 25 мая по 26 июня. 140 детей разместились в «Жемчужине». В Гудермесе состоялось торжественное открытие одноименного детского сада, который помимо сокращения очередей даст и 70 новых рабочих мест. На празднике побывала Елизавета Чапханова. Несмотря на то, что это уже 18-й по счету детский сад в Гудермесе, его открытие не стало менее долгожданным. Сегодня здесь не только работники дошкольного учреждения, местные жители и малыши, но и представители районной администрации. Лента перерезана, и гости спешат осмотреть дошкольное учреждение. На пороге и встречают хозяева – дети. Все, что нужно детям, всякой техники не счесть. Все 7 групп оснащены необходимой техникой и мебелью. В просторном спортзале ребята под присмотром воспитателей будут играть в подвижные игры, а в игровых комнатах найдут занятия на любой вкус. Воспитатели постарались. Эти поделки сделаны самими работниками сада. Своими знаниями они обещают поделиться и с детьми. Я с детства любила рисовать, лепить из пластилина. Повзрослела, стала воспитательницей. Теперь хочу, что умею, знаю, дать детям. Здесь уже трудоустроено 70 человек. Это воспитатели, логопед, нянечки и, конечно, повара. Они будут кормить ребят не только самыми вкусными, но и полезными блюдами. Новым детсадом гости остались довольны. В республике уделяется особое внимание подрастающему поколению и детям дошкольного возраста. Поэтому, как мы видим, за счет имеющихся возможностей сделали все. Этот сад будет еще одним детским садом, который приведет нас к решению данной проблемы, то есть к доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Просто от души все сделано для детей. Видно, что наши представители любят наших детей, заботятся о наших детях. Большое спасибо за этот садик. В Гудермесском районе на сегодняшний день почти 34 тысячи детей дошкольного возраста. Из них на очереди в детские сады состоят около 5 тысяч. Сад «Жемчужина» уже со следующей недели примет 140 малышей, а остальным ребятам осталось ждать совсем немного. К концу года проблему очередей обещают решить. Елизавета Чапханова, Хаважи Мунаев, Ибрагим Налаев. Новости.
Мэр Грозного побывал с инспекцией на Сунжинском водозаборе. Несколько месяцев назад здесь была начата работа по модернизации комплекса и технологического оборудования. Старые насосы заменены на новые, установлена новая подстанция и произведена полная автоматизация комплекса. Благодаря этому водонасосная станция экономит 30% электроэнергии. Сейчас станция работает на полную мощность и обеспечивает водой Ленинский район Грозного и поселок Мичурина. Мэр отметил, что в перспективе будет произведена модернизация остальных аналогичных сооружений. وشدوش بقول عدو كنا وديسيت ندور ذات أخي شو عدو يقول زداد هي أنا ودكنا الله وقلت شيء مسنا خير يعني سكرت ذاتي أبيت ناس دوس الناس مليون دوس الناس مليون وداس دا وبتجيبي شيء يعني نسوش مستار يوش водопровод сеч тише шеф спорил шуш электроэнергия духия гош убит хор это она ой модернизация на бог а модернизация планируем модернизировать в первую очередь задача первая убытки цены. В столице проходят рейдовые мероприятия по выявлению торговых точек, незаконно реализующих алкогольную продукцию. Сотрудники Старопромысловской префектуры, правоохранители вместе с помощником главы Чечни Кадием Грозного Магомедом Китанаевым побывали в нескольких магазинах, где осуществляется продажа горячительных напитков без лицензии. Продукция была изъята, а продавцы предупреждены об ответственности, которую придется понести за незаконную торговлю алкоголем в дневное время суток. حارب دين خير دوش دول مالر هودا دو بوليس دوال هرت عمر دو أراوا تاع دعورو أتمتع تو أواري ليرو أحد وحكي وحكي ويش هو يتيجي خونا عني تلا أحد وحكي هو أطعي لديكتي هاي 30 задержанных за 3 дня. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Гудермесе были задержаны продавцы и потребители смертельного зелья. Печальную статистику подвели в ходе встречи районных властей с молодыми людьми и их родственниками. Глава администрации района Заур Хизриев отметил, что работа по выявлению наркоманов и дилеров будет продолжаться. Кади района рассказал, что говорит религия ислама о людях, сознательно портящих свое здоровье и жизни окружающих. مراوش غلط يا دين شادق تسألنا نقطة شو قاعدول ميل دلهم شيء قاعدول نقطة يستجا هم يوتهم وعوق شطوة هم يوتهم سام ديشو يوتهم قاعدولهم دادو يخزن بيش بوتوا. Всей республикой против экстремизма, терроризма и наркомании богословы региона проводят разъяснительную работу с молодежью и призывают их предостеречься от таких явлений. По их словам, важным в этой работе является также поддержка со стороны родителей молодых людей. Подробнее расскажет Розана Цамаева. С мировым злом сегодня, если можно так сказать, борются всем миром. Например, о вреде наркомании и экстремизма учащимся старших классов общеобразовательных школ Курчилоевского района рассказывали те, кто не понаслышке знает об этом. Накануне представители Министерства имущественных и земельных отношений и духовенства школьникам сел Мейртуб и Бачиюрт говорили о том, что такие явления просто недопустимы в чеченском обществе. وي داخل بالخ يحر بيرزين بالخ داخل وي سيريسكي وبروس دوي وهابيزم وبروس دوي داخل مصو يرتع الشق دولش يبلش بيش حدوش ده المولها يبلش بير بولش ده القربان سبي تشيشة سوندا قال دولش قيمة دالجر قهوة جيبي دول ديره سوجيب أنا دزينا جواب دلا نسقاشر بار محقق يقول ده المول إزدع شق ده. Вопросы противодействия ваххабизму и терроризму обсуждали и в Министерстве автомобильных дорог. Абубакар Тумхаджиев отметил, что только общими усилиями общество сможет побороть экстремистские проявления. Встречи представителей власти с жителями населенных пунктов прошли и в Гудермесском районе. Глава администрации Заур Хизриев и министр промышленности и энергетики Галас Таймасханов побывали в 10 населенных пунктах муниципалитета. Тема все та же – профилактика и методы противодействия наркомании, терроризму и иным экстремистским течениям. هورنا شين دانا شيء شو ديك خوردو ويبوغ ظلم ديشتلهم ملخو بيات نركماني دانا سيري وحش بيش حنش وحش بيش شامل دلهم داج ليل وشوت يحشين تدوخ شي كوتسي ادم دانا وين سا وابستحتر ولا غير سماجي داخوتي دا ميقياتسوي بيلبليرش بيش زود بيش ساج انجيش وحكيتا يخدون صونخ دلهم شديلوش بيش شين إدان صنخ شين دول دلوش تاد يرت دا اشتا بلاجيني وقزع وجسكو حقيقة اش تهم ديتشا اتجين والي ويسا تاوير ور
В беседе с жителями кади района Амир Абдулмуслимов отметил, ваххабисты являются врагами истинного ислама, а употребление любых психотропных веществ убивает человека. Здесь же Заур Хизриев подчеркнул, такие встречи с жителями района пройдут в каждом муниципалитете, и ни один уголок нашей республики не станет исключением. Розана Цамаева, Дауд Куруев. Новости. Заболевание, которое унесло жизни миллионов людей во всем мире, отмечают День борьбы против рака. Эта дата была основана для привлечения внимания к глобальной проблеме. Основными причинами рака являются неправильное питание, курение и стресс. Тему продолжит Луиза Батыжева. Милана Дадаева убеждена, что своевременная диагностика – половина лечения. Узнав о том, что в онкодиспансере сегодня день открытых дверей, она решила пройти обследование. Врачи, онкологи, радиологи и хирурги во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями принимают всех желающих. Я в Инстаграме увидела, что сегодня день открытых дверей, и написала Адлану, что хочу прийти. Он записал меня, и я пришла на обследование. О том, что в больнице будет проходить диспансеризация, врачи оповещали в соцсетях. Записаться на прием можно было через интернет-приложение Instagram. Это помогло избежать очередей. Каждый желающий смог пройти обследование, сделать УЗИ и сдать лабораторные анализы. Мужчины сдавали кровь на так называемый ПСА уровень. Этот анализ нужно сдавать всем мужчинам, представителям мужского пола старше 40 лет, чтобы выявить заболевание злокачественное на ранней стадии для благоприятного прогноза. По данным Минздрава Чечни, в регионе зарегистрировано более 16 тысяч больных различными формами злокачественных новообразований. Зачастую о своем заболевании люди узнают, когда рак переходит в 4-ю стадию. Запоздалое выявление болезни приводит к необратимым последствиям. Поэтому профилактика станет первым шагом в борьбе с растущим числом онкобольных. Постараемся, чтобы это стало хорошей традицией, потому что ключ вылечивания таких пациентов заключается в раннем выявлении этого заболевания. Только так можно не то что продлить жизнь, а вылечить пациента. Возможности диспансера позволяют выявлять онкозаболевания на молекулярном уровне. С помощью высокотехнологичной аппаратуры достигается высокая точность распознавания очага опухоли и области ее распространения. Масштабное обследование граждан республики здесь планируют проводить регулярно. Луиза Батыжева, Халид Маусаев. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.